Дугурхан Мациевой врачи приехали на дом. Диспансеризацию она может пройти, не покидая родных стен. Своевременный чекап позволит сохранить здоровье еще на долгие годы. Сначала медики проводят опрос и анкетирование. Головокружение это у меня постоянно. Это не сегодня, вчера началось, это уже годами. Я просто стараюсь себя уберечь, чтобы не пасть. Пьете ли вы что-либо, когда... Давление повышается у вас? Да. Затем измеряют рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление. Тут же смотрят сахар и холестерин в крови. Берут общий анализ крови. Далее пациент приглашается на флюорообследование. Таков порядок проведения диспансеризации. И, кстати, это все в рамках первого этапа. Сама передвижная диагностика расположилась на улице Картоева и Кажева. Эти машины оборудованы аппаратами ИВЛ, кардиографами, УЗИ, а также лаборатории, где пациентов уже ждут узкие специалисты, терапевт, эндокринолог, невролог, онколог, дерматолог, кардиолог, уролог и другие. ده واحد 170 180 180 200 ايش تمكني عصر نتاع الحياة دارج دي اجدا يردقا حيش شوية زي سوحالير يستقيت ياخد بروست بريفيسات ديتوش. Врачи Назрановской районной больницы, а также поликлиники и медики амбулатории Экажева, все они к услугам своих пациентов. Смотрят индекс массы тела, есть ли угроза ожирения, имеются ли проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врач-терапевт делает заключение пациента в рамках диспансеризации, направляют тут же в машину УЗИ брюшной полости. Это уже второй этап. Медики призывают жителей внимательнее относиться к любым сбоям в организме, не игнорировать симптомы и не надеяться на то, что само рассосется. Это промедление может стоить жизни. Запущенные случаи лечить гораздо сложнее. Вчера был выявлен случай аденомы предстательной железы третьей степени. Сегодня уже пациент сдал анализы, и дальше он обследуется, будет решаться вопрос дальнейшей тактики ведения этого пациента. То есть это выявление на ранней стадии. Также вчера было выявлено, значит, у женщины миома была выявлена. Такие пациенты нуждаются в дальнейшем обследовании. Вчера, значит, впервые была выявлена артериальная гипертензия, то есть повышение давления пациента, и они отправляются дальше на дообследование. Таких было у нас 19 человек. У одного пациента было нарушение ритма сердца. Кардиолог всех осмотрел, было сделано, кому положено, необходимо УЗИ сердца. И дальнейшее обследование и ведение, тактика ведения уже разрабатывается участковым врачом совместно с кардиологом. Также была выявлена гипергликемия, то есть это предвестник сахарного диабета. Чтобы не выпустить этих пациентов, врач начинает, эндокринолог, с ними активно работать и проводить свое лечение. Цель диспансеризации также выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы, предупреждение инфаркта миокарда и инсульта, а также раннего выявления преддиабета. Магомед Ахильгов проверился у многих специалистов узкого профиля. Проблемы у него в основном с сердцем. Кардиолог, терапевт, венурс, узва, удачно хам, чекави анусохос. Сацну хам хайнцун вас чеквал язык, считывает как чеквал вес янсу, давление возможно изматься, понижаться до и повышаться до яларсук. Ансяхас хавен вас чеквал вижу. Анализ сацерш хайсай, но хайс еже. Возможность пройти бесплатную диагностику своего организма никто не упускает. Пациенты получают назначение врача и рекомендации, искренне выражают благодарность медработникам. Активная диспансеризация в сельском поселении Экажево организована в рамках плановой проверки. Диспансеризация проходит один раз в 3 года, и пройти ее можно всем от 18 лет и более. 12 бригад вышло на улицы. В каждый дом заходит, значит, врач, медсестра, еще одна медсестра, которая берет забор крови, делает анализы, и медсестра, которая делает ЭКГ. То есть это первый этап диспансеризации. И потому как по сбору анамнеза, по тем мероприятиям, которые она провела на первом этапе, врач решает, нужно ли этого пациента отправить на второй этап диспансеризации. Если же этот пациент маломобильный, возрастной, паллиативный, и ему нужен какой-то узкий специалист, значит, сразу по связи вызывается этот специалист, приезжает на дом, делает осмотр, если надо, делает УЗИ исследования и дальнейшие свои назначения проводит. К
сведению жителей, следующая выездная диспансеризация пройдет в Газиюрте 27 июля, в Насыркорте с 29 по 31 число, в селении Сурхахи с 1 по 2 августа и далее по графику во всех муниципальных образованиях Назрановского района. Предоставлена уникальная возможность пройти обследование у лучших специалистов нашей республики абсолютно бесплатно. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.